Привычная торжественная линейка в школе номер 1 города Беслан. Нарядные первоклашки и их родители стояли в ожидании первого звонка. Погоду обещали жаркую, поэтому линейку перенесли на час раньше, на 9 часов утра. Школьники суетились, в руках цветы, коробки конфет, воздушные шары. Они ждали торжества. Террористы появились молниеносно. Около школы остановился военный грузовик. Из кузова посыпались люди, стрелявшие в воздух с криками «Аллах Акбар». Они двигались быстро и уверенно, как будто каждый их шаг был рассчитан и отрепетирован. Несколько боевиков сразу отрезали праздничную линейку от школьных ворот. Правила были изложены сразу. Никаких разговоров без разрешения, говорить только по-русски, чтобы террористам все было понятно, сотовые телефоны, фотоаппараты, видеокамеры сдать. Каждая попытка сопротивления повлечет массовые казни, в том числе женщин и детей. Так началась бесланская трагедия. Через час факт захвата школы был подтвержден. Террористы согнали перепуганную толпу на задний двор, из которого не было выхода, оттуда в спортзал. Все захваченные ученики школы, родители, педагоги, огромное количество человеческих жизней было стиснуто в тесном пространстве, как в коробке. Воздух был переполнен детским плачем. Тогда еще никто не знал, что они проведут здесь 3 страшных дня, и многие не выйдут живыми. В Бесланской школе погибло 334 человека, из которых 186 дети. Боль бесланских матерей не утихает никогда. В их памяти навсегда останется тот день, когда они в последний раз проводили своих детей в школу. Многое в нашем сознании поменялось. Мы выбрали себя, и скажу, как люди ответственные, мы выбрали вот такой вот путь несения правды, несение памяти о своих детях. Каждый старается жить дальше, потому что другого варианта нет. Жизнь не мы себе дали, и забирать сами у себя мы ее тоже не можем. Поэтому стараемся жить как можем достойно и помня о тех, кого уже нет, каждый день. Первые дни сентября стали днями надежды, но чудо так и не произошло. В эти дни, 17 лет назад, Осетия потеряла самое дорогое – своих детей.